Они возникли еще в древнем мире и изначально были устными, то есть владели ими люди, способные запомнить большой объем информации. Прообразы же современных появляются чуть позже, причем сначала при храмах, монастырях и дворцах. Название происходит от латинского слова «архивум», что значит «присутственное место», а наука, которая их изучает, это архивоведение. Сегодня в нашей программе откроем тайны архивного дела и узнаем много интересного. Это проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в ближайшие полчаса. Архивы древних царей, где хранились самые ценные и редкие документы. Национальный архив Беларуси от истории до современности и цифровизации. Вы можете отправить запрос в архив, и наши специалисты сами поработают с фондами, подготовят вам обоснованный ответ, при необходимости изготовят копии интересующих вас документов, и вы получите все это уже у себя дома. И без срока давности об уникальном документальном проекте расскажет гость программы. Не пропустите. Было принято решение подготовить серию документальных публикаций о преступлениях нацистов и их пособниках в отношении мирного населения. Один из самых знаменитых клинописных архивов мира был найден в столице хетского государства Хаттусе. Сейчас это город Богоскёй в Турции. Археологи обнаружили там более 14 тысяч клинописных текстов на глиняных табличках второго тысячелетия до нашей эры. Это один из древнейших государственных архивов мира. О нем и не только в нашем следующем сюжете. Богоскёйский архив был открыт в 1906 году группой археологов во главе с немецким востоковедом-ассириологом Гуго Винклером. Язык обнаруженных клинописных табличек тогда был неизвестен. Лишь в 1915 году лингвист Бедржих Грозный доказал индоевропейский характер этого языка, назвали его хетским. Именно на нем была написана большая часть архива. Мир увидел древние материалы Богоскёйского хранилища уже в 1965 году. Это царские записи, астрологические предсказания, своды законов и многие другие интересные документы. Не менее значимым для историков является Амарнский архив. Это собрание переписки, в основном дипломатической, между правительством Древнего Египта и царями других могущественных держав. Глиняные таблички, преимущественно на аккадском языке, были найдены местными жителями в Амарне, поселении на восточном берегу Нила. Находки были тайно проданы торговцам-перекупщикам, которые распространили их по всему миру. В настоящее время известно 382 таблички. Большая их часть находится в Берлинском музее Передней Азии. Переписка из Амарнского архива относится к временам правления двух египетских фараонов – Аменхотепа III и Аменхотепа IV. Возраст табличек достигает приблизительно 3500 лет. О существовании архивов в древнебелорусских княжествах сохранилось немного информации. Об одном из таких, находился он в Бельчицком Борисоглебском монастыре, это Полоцкое княжество, известно из путевых записок русского археографа Петра Кёппена. В средние века архивы стали появляться в Бресте, Кобрине и Могилеве, а первый государственный архив на территории современной Беларуси появился лишь в 1863 году. Им стал Витебский центральный архив древних актов. История Национального архива нашей страны началась 28 мая 1927 года. Именно тогда Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Белорусской ССР законодательно оформили создание Центрального архива Октябрьской революции БССР. А это значит, что в мае 2022 главному хранилищу исполняется 95 лет. О прошлом, настоящем и, конечно, будущем поговорим прямо сейчас с гостем. В студии «Наукомании» заместитель директора Национального архива страны Лена Александровна, здравствуйте. Добрый день.
Елена Александровна Стуканова, заместитель директора Национального архива Беларуси, возглавляет экспертно-методическую комиссию, инспектор Государственной инспекции архивов и делопроизводства Беларуси, автор методических рекомендаций по комплектованию государственных архивов Беларуси, документами негосударственных организаций, сфера научных интересов, экспертиза ценности документов Национального архивного фонда Беларуси, комплектование архива, проведение научно-технической обработки документов, курирование вопросов делопроизводства в Национальном архиве Беларуси. Елена Александровна, в Беларуси целая сеть архивов, городские, исторические, кинофотодокументов. У каждого свои цели и задачи. Расскажите про Национальный архив. Это просто хранилище документов или, ну, скажем так, это четкая большая организация, где все, что называется, по полочкам? У нас есть отделы, которые выполняют тут функцию комплектования. Это отдел делопроизводства и формирования Национального архивного фонда, научно-технической обработки документов, отдел фондов личного происхождения. Эти отделы работают непосредственно с источниками комплектования. Их задача принести документы в архив, найти их, провести экспертизу, отобрать наиболее ценные, важные документы. Затем, когда документы поступают в архив, очень важно, чтобы они влились в общую систему, в общий комплекс. И для того, чтобы в дальнейшем в этом потоке информации, в этом массиве информации можно было разобраться, очень важен, конечно, строгий учет, система научно-справочного аппарата, которая в архиве разрабатывается. А затем основная, самая, наверное, важная задача архива – это обеспечение сохранности документов. То есть создать для документов оптимальные условия, физико-химические, да, то есть это и свет, и температура, и влажность, да, расположение их на полках, опять же, последовательное, чтобы потом в любой момент времени по необходимости мы могли найти любую информацию интересующую. Ну и последний этап, основное такое тоже направление – это использование документов. В этом направлении у нас работает читальный зал. Ну, принцип такой же, как и в библиотеке. Да? Вы можете прийти в архив и заказать в читальный зал интересующие вас документы и с ними там непосредственно ознакомиться. Прям никаких ограничений? На сегодняшний день нет. В принципе, архивы открыты для любого желающего. Если вы не можете сами работать в читальном зале, да, вы можете отправить запрос в архив, и наши специалисты сами поработают с фондами, подготовят вам обоснованный ответ, при необходимости изготовят копии интересующих вас документов, и вы получите все это уже у себя дома. Дальше, для того, чтобы все-таки как можно более широкий круг общественности понимал и знал, что хранится в архиве, какую информацию можно получить, мы проводим, организуем огромное количество выставок. Причем это выставки, которые организуются и нашим архивом, и совместно с нашими коллегами из других архивных учреждений. Очень интересное направление – это публикационная деятельность. Сегодня архив занимается в том числе и изданием сборников документов по различным темам. Поскольку в Национальном архиве такой нашей большой гордостью является огромный комплекс документов по истории партизанского движения, да, то есть вот период Великой Отечественной войны в наших сборниках документов отражен, наверное, наиболее широко и полно. Но и другие темы тоже представляются и развиваются. Елена Александровна, мы очень много уже говорим про Национальный архив. Я предлагаю отправиться туда и посмотреть, как же это все работает. Мои коллеги уже побывали. Научно-техническая обработка документов, перевод с иностранных языков, подбор материалов для радио и телепередач, а также для тех, кто занят наукой, литературой и искусством. Все это лишь малая часть услуг, которые оказывает Национальный архив нашей страны. Сюда обращаются и для того, чтобы документально подтвердить тот или иной факт из личной жизни. Наиболее востребованы, скорее всего, это изготовление копий документов и исполнение биографических запросов. В последнее время очень много людей интересуются историей своего рода, историей семьи, поэтому эти запросы сегодня наиболее актуальны. Для работы с документами в архиве есть читальный зал. За год его посещают около 5000 человек. Особых условий для посетителей нет, разве что совершеннолетие в паспорте, и желательно запланировать визит заранее. Предварительно мы человека записываем по телефону, у нас предварительная запись в читальном зале. Когда человек приходит, он пишет заявление, заполняет анкету, дальше мы это регистрируем в модуле, и все, человек работает с записями и дальше уже с документами непосредственно.
Личные дела и заказы хранятся в специальном модуле. Это компьютерная программа, часть автоматизированной информационной системы. Таких модулей несколько, все они созданы для разных направлений деятельности архива. Использование такой технологии во многом упрощает работу с документами, которых в архиве сегодня 1 миллион 118 тысяч. Основная задача Национального архива Республики Беларусь, впрочем, как любого другого государственного архива, это обеспечить сохранность документов, так как документы, которые поступают в архив, они поступают на постоянное хранение. Конечно, необходимо соблюдать температурно-влажностный режим. Оптимальным считается плюс 17-19 градусов при относительной влажности 50-55%. В хранилище не должно быть прямого попадания света, так как это все отражается на сохранности архивных документов. Помимо сохранности документов, в приоритете их максимальная доступность. И с этой задачей здесь тоже успешно справляются. В ближайшей перспективе, кстати, обещают обеспечить возможность получения архивных документов на дом. Знаю, что вступил в силу обновленный закон, касаемый деятельности архивов. Какие-то глобальные изменения есть? Мы внесли изменения в определение тех понятий, которыми оперируют архивисты и все, кто работает с документами. Это и понятие документ, архивный документ, документ Национального архивного фонда. Сейчас это выстроилось в строгую систему и стало наиболее понятно. Появились новые определения. Они применялись на самом деле в практике работы, но не были закреплены законодательно. Например, это понятие научно-технической обработки документов, определение понятия копия документа на правах подлинника, ну и ряд других. Коснулся новый закон и изменений в сроках хранения, временного хранения документов. Например, для нахождения документов в органах ЗАГС увеличились. Теперь это уже 100 лет. А для документов по личному составу, ну, это те самые документы нашей с вами трудовой деятельности, которые образуются в каждой организации. Здесь сроки снижены. Раньше было 75 лет, сегодня закон установил срок 55 лет. Сейчас документы, которые содержат некую секретную информацию, будут поступать в архив только после ее рассекречивания. И ряд других изменений, которые помогут, конечно, систематизировать нашу работу, более доступными документы, я думаю, для граждан. Вот это самое главное. Лена Александровна, спасибо вам огромное, что нашли время, а мы не прощаемся. Смотрите далее. Важно сохранить, как архивисты работают с ценными документами. Проект без срока давности. Узнаем подробности уже скоро. И заглянем в самые большие архивы на планете. Не пропустите. Без срока давности. Именно так называется проект, над которым трудились архивисты нашей страны. Итогом стало издание сборников документов и материалов о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной. Подробнее расскажет наш следующий гость Вячеслав Дмитриевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Дмитриевич Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси. Работает в архивной отрасли с 1968 года, из них почти 30 лет в должности директора архива. Автор-составитель и соавтор коллектива составителей более 60 сборников документов и справочных изданий. Среди них лагеря советских военнопленных 1941-1944, Тростенец, трагедия народов Европы, память Беларуси, Белорусский штаб партизанского движения, сентябрь-декабрь 1942 года. С 2020 года возглавляет коллектив авторов-составителей шеститомной серии сборников документов без срока давности. Является одним из создателей электронной базы данных «Белорусские деревни», сожженные в годы Великой Отечественной войны. Насколько я знаю, изначально проект появился в России. Расскажите вообще, как все начиналось и как появилось вот то, что уже у нас здесь в студии. К нам обратился директор
Российского фонда «Историческая память» Александр Дюков, с которым мы сотрудничаем с 2008 года, с предложением подготовить серию сборников по областям Беларуси. Но учитывая, что у нас уже была наработана значительная масса изданий по данной проблеме, мы, как говорится, пошли навстречу этому желанию. В июне 2020 года мы получили от Дюкова информацию, что выделенные деньги, можем приступать к работе. В настоящее время мы подготовили все 6 сборников документов по каждой области Беларуси. 4 сборника вот уже вышли. На подходе. Да, Брестская Брестская область получаем вот в ближайшие дни. И планируем к июню этого года завершить издание полностью всех 6 томов. Последнего тома «Минская область». Может быть, что-то вас лично задело, впечатлило, ужаснуло, уж простите за это слово, во время работы над этим проектом? Нам из Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики передали 2897 уголовных дел иностранных военнопленных и интернированных, которых осудили в том числе и за военные преступления. Так вот, когда читаешь документы, когда они рассказывают, как они уничтожали население, как обычное дело, они считали, что они выполняли приказ. И то, что они делали, сжигали деревни, убивали население, угоняли его на принудительную работу, это их работа была. То есть они даже вот не испытывали никакого, знаете... Никаких эмоций, ничего. Да, это вообще, конечно, ужасно, что вот так все это происходило. Какая команда работает вот над этим проектом? Основной ударной силой, конечно, были сотрудники Национального архива Республики Беларусь. В подготовке сборников принимали участие наши областные архивы, зональный архив в городе Барановичи. Затем мы принимали в подготовке предисловия и написания исторических наши специалисты, ученые из областей. То есть широкий круг участников. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Давайте посмотрим, как велась работа над проектом без срока давности, какие еще сложности возникали, кроме тех, которые мы уже обсудили в студии, и обязательно вернемся. Хранилище документов периода Великой Отечественной войны – мекка для работников отдела публикаций Национального архива. Здесь можно найти фонды Белорусского штаба партизанского движения, подпольных и комсомольских организаций, которые действовали в период войны, и даже трофейные документы. Действительно, каждый документ, каждое архивное дело, оно зашифровано, потому что, чтобы его быстро найти, чтобы оно не потерялось, каждому делу присваивается архивный шифр, это номер фонда, номер описи, номер дела. И такая достаточно простая поисковая система позволяет достаточно быстро находить документы, ну и следить за тем, чтобы они не путались, не терялись. Именно в этом архивном хранилище проводилась большая работа по поиску тех документов, которые впоследствии легли в основу проекта без срока давности. География материалов лишь нашей страной не ограничивается. Колоссальную помощь белорусским исследователям оказали российские коллеги. Некоторые документы предоставили Федеральный архив Германии и Национальный архив в Вашингтоне. Над каждой книгой трудилось от 12 до 15 человек. Работники отдела публикаций Национального архива, специалисты из областных архивов, ученые Института истории Академии наук Беларуси. При подготовке сборников приняли участие несколько краеведов. Вот они в свое время ездили по деревням, искали жителей, которым удалось спастись, и вот записали их воспоминания. Несколько таких воспоминаний мы приводим. Почти все документы хорошо сохранились, несмотря на свой почтенный возраст. Многие из них писались даже не на бумаге. Для ведения текущего дела производства в партизанских бригадах в ход шли все подручные средства – обои, обрезки тканей. Сложностей с прочтением таких документов у специалистов не возникало. Тяжело, эмоционально в первую очередь давалась сама информация, которую для себя открывали участники проекта. По Могилевской области мы приводим документы, связанные с проведением двух таких страшных акций. Акция Т4, Тиргартенштрассе 4, по уничтожению людей со всеми формами каких-либо отклонений, психических или физических, когда в местную областную психлечебницу в Могилеве нацисты газом уничтожили более 600 человек душевнобольных людей.
Кроме того, на территории Могилевской области проводилась также другая акция, совершенно секретная акция 1005, это уничтожение нацистами следов своих преступлений, когда в районе Бобруйска, Могилева и других населенных пунктов проводилась эксгумация трупов из мест массового уничтожения, их сожжение, кости потом дробились с тем, чтобы скрыть следы массовых преступлений нацистов на этих территориях. Поэтому буквально по каждой области есть такие случаи, которые просто мурашки по коже, и сложно даже представить, что такое может быть в 20 веке. Коллектив отдела публикации Национального архива Беларуси, по сути, инициатор и вдохновитель проекта «Без срока давности». Да и в целом тема Великой Отечественной войны в работе этих людей – одно из приоритетных направлений. Так было, есть и так будет. Сейчас трудятся над еще одним уникальным изданием, посвященным изобразительному творчеству партизан. В презентационный альбом войдут рисунки, портреты и боевые листки. Вы уже затронули такую глобальную тему, да, как база сожженных деревень. Расскажите, как эта база создавалась и почему? Опять же, пришло время для того, чтобы создать эту базу? В октябре 2010 года проведение в республике гуманитарного проекта повышения статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень. Национальный архив взял на себя научное сопровождение этого проекта. У нас возникла идея подготовить электронную базу сожженных белорусских деревень. Наша республика единственная, где были в 1984 году опубликованы списки сожженных белорусских деревень, уничтоженных вместе с населением. В эти списки было включено 5295 деревень. Вот мы эти списки 1984 положили в основу базы данных. Когда мы стали дополнять, мы вот уже вышли на цифру более 9000. На сегодняшний день мы получили только общую цифру количества уничтоженных деревень. С этой базой нужно дальше продолжать работу. Но, к сожалению, эта работа уже выходит за рамки архивной. То есть работа будет продолжена, если... Работа продолжена, если будут привлечены местные силы. Силами архива эту работу не сделаешь, сидя в архиве, понимаете? Сегодня прокуратура дала толчок этой работе. Там уже и карты начали составлять. То есть сегодня нужно скоординировать было работу архива и местных органов власти, музеев краеведческих. И действительно довести эту базу до того, чтобы она дала нам возможность получить нормальную статистику, точную по тому, что было уничтожено нацистами в нашей республике. Вам задачи диктует время. Да. Спасибо вам огромное за ту работу, которую делаете. Ведь без нее невозможно сохранить самое главное, что должно сохранить новое поколение. Это память и ту самую историю, и не давать ее переписать. Спасибо огромное, а мы не прощаемся. У нас еще время научного дайджеста. Крупнейшим хранилищем материалов в мире называют Национальный архив Франции. Он был создан в 1790 году, и сейчас в нем хранится около 406 километров документов. Такова общая длина полок, если их поставить в один ряд. Самые древние документы датированы 625 годом нашей эры. При архивном ведомстве создан также кабинет печатей, где хранится 20 тысяч оттисков, одного из самых первых, около 1500 лет. Еще одним крупным собранием архивов называют Ватиканский апостольский архив. Сейчас там хранится около 35 тысяч старинных документов и книг. Общая длина всех стеллажей 85 километров. Получить доступ ко многим уникальным документам не так-то просто, ведь многие из них хранятся только в бумажном виде. Но некоторые архивы успешно оцифровывают такие документы и бесплатно публикуют их на онлайн-ресурсах. Так интересен своими материалами Национальный архив Норвегии. Среди них декларация о завоевании Новой Голландии англичанами и датируется 21 октября 1666 годом. Фотографии Альберта Эйнштейна, гостившего в 1912 году в Осло, и легенды джаза Луи Армстронга. Фото было сделано во время его отдыха от концертного тура в 1955 году в Осло.
Архивы нашей страны хранят более 13 миллионов дел. Уникальные памятники национальной культуры можно найти в Национальном историческом архиве. Самый древний документ из его фондов – это подтвердительный привилей князей Федора и Константина Кариатовичей от 20 июня 1391 года пану Гринько на город Соколет за верную службу. Особую ценность также представляет дарственный лист на землю, написанный на пергаменте старобелорусским языком. Датируется он 1492 годом, а также купчая крепость на имение Глуск, которое продал слонимскому маршалку Александру Полубинскому князь Николай Черторийский. Под текстом среди остальных есть подпись одного из предков Федора Достоевского. Датируется документ 1626 годом. Это был проект «Наукомания», я его ведущая Екатерина Берецкая. Сегодня у нас гостила наука архивоведения. Надеюсь, мы открыли для вас что-то новое и занимательное. До встречи в эфире.